Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Мы в нашей программе достаточно много и подробно говорим о финансовой грамотности населения, о необходимости ее повышать. Объективно, это тот ресурс и резерв в экономике, который мы используем, мягко говоря, недостаточно эффективно. Но есть и другая объективная реальность, которую мы также обязаны учитывать. И она, эта реальность, говорит нам о том, что финансовая грамотность людей все-таки растет, совершенствуется. Потому как и сам финансовый сектор страны развивается стремительно. Банковские технологии выходят на новый уровень, о чем мы еще поговорим сегодня подробнее. Что определяет прогресс в этой сфере? Конечно, это понятное стремление к удобству, комфорту, необходимости контролировать свои расходы и быстроте принятия решений. Когда-то именно вот это замечательное изобретение человечества, платежные кредитные карты, стало в какой-то части символом перемен в банковском мире. Популярность этих карт на российском рынке продолжает расти, чему способствует динамичное развитие инфраструктуры по приему к оплате банковских карт и инноваций в сфере платежных технологий. Сейчас на руках у россиян более 270 миллионов платежных карт. При этом, по мнению специалистов, объем использования банковских карт будет только расти, ведь этот платежный инструмент имеет серьезные преимущества как для покупателей и предпринимателей, так и для банковских структур. Обо всем детально мы расскажем сегодня в реальной экономике, а также в этом выпуске о последних тенденциях на рынке банковских услуг и не только. Банк Аверс – ваш надежный финансовый консультант. Ну и кроме того, вместе с экспертами мы поговорим о том, как уберечь себя от мошенничества в финансовой сфере. Мы начинаем, смотрите сегодня. 5% на остаток, от 5% и выше. Выгодно? Выгодно, конечно. Карточный бум 2018. Почему россияне предпочитают безналичные расчеты? В чем удобство и преимущество? Пароли на обратной стороне 3 цифры и пароли, приходящие на телефон в виде СМС, это категорически называть запрещено. Безопасный расчет. Как уберечь свои сбережения от посягательств финансовых мошенников? Какие бывают виды мошенничества? Обо всем подробно наши эксперты. Новые веяния в мире финансов. В чем они выражаются? Как выбрать надежный банк? Банк Аверс – ваш финансовый консультант. Какую линейку продуктов предлагает своим клиентам один из ведущих банков Татарстана? Чтобы понять и объяснить популярность пластиковых банковских карт, заглянем в историю. И нам сразу станет ясно, что их появление было более чем закономерно. Судите сами. Пластиковые банковские карты стали активно выпускаться в США в 50-е годы как новый инструмент безналичного расчета, постепенно заменяя морально устаревшие чековые книжки. Первый такой продукт был введен в массовый оборот нью-йоркским банком Long Island Bank в 1951 году. В Европе первооткрывателем пластиковых карт стала британская компания Finder Services. Магнитная полоса появилась на карточках в 60-е, а чипы в 90-х. Но вот любопытная деталь. История банковских карт началась в США в далеком 1914 году. Именно тогда были выпущены первые аналоги современных пластиковых карт. Правда, выполнены они были из картона и представляли собой не что иное, как удостоверение платежеспособности клиента. В 1928 году на смену целлюлозе пришел более надежный материал – металл, позволивший на примитивном уровне автоматизировать обработку данных. Но первая в мире по-настоящему массовая платежная карточная система появилась в 1949 году. И хотя такая система была клубной, а не банковской, и имела ограниченное применение в рамках определенного круга предприятий, торговли и услуг, она работала и работает по этой же системе, как и все современные банковские последователи.
Теперь что собой представляет пластиковая банковская карта и как она работает? Пластиковая карта банка или банковская платежная карта – незаменимое средство безналичных расчетов, сочетающее в себе множество современных технологий. Каждая карта может быть привязана к одному или нескольким счетам в банке, использоваться для оплаты любых товаров и услуг, в том числе онлайн, а также для снятия наличных. Собственником пластиковой карты является кредитная организация, выпустившая ее – банк-эмитент, а держателем – клиент банка. В России рынок пластиковых карт развивается семимильными шагами, и это несмотря на относительный консерватизм отечественного потребителя. Тем не менее, факт остается фактом. В нашей стране расчеты по пластиковым картам становятся все более популярными. С 2010 по 2018 год рынок пластиковых карт в России неуклонно рос. Количество выпущенных карт за данный период выросло примерно на 80% и составило более 270 миллионов. Но здесь важен не только показатель количества выданных населению карт, но и рост безналичных расчетов россиян. Вот где настоящий прорыв. По данным Сбербанка России, в 2017 году доля расходов россиян по картам в общих расходах на приобретение товаров и услуг выросла до почти 40%, против всего 4% в 2008 году. То есть за 10 лет доля расчетов по картам выросла в 10 раз. Это один из самых высоких результатов в мире. В этом отношении интересен опыт Москвы. Будем объективны, столица сегодня является во многих вопросах законодателем мод в России, и на нее стоит ориентироваться. Так вот, как показало совместное исследование Яндекс.Денег и Департамента информационных технологий города Москвы, сегодня только 11% москвичей платят наличными. Остальные или не используют бумажные деньги совсем, или сочетают оба способа. Причем 60% платят безналично ежедневно. Чаще всего за потребительские товары, связь, ЖКХ. Это экономит время. Если 10 лет назад на регулярные платежи, те же ЖКХ и связь, уходило 50 минут в месяц, то сейчас всего 3 минуты. Интересный факт. Подростки стали активнее взрослых пользоваться безналичной оплатой. Чаще всего безналичные платежи совершают горожане от 18 до 30 лет, 50%. Чуть менее активные пользователи в возрасте до 50 лет, 39%. Еще одна интересная статистика. Категории товаров и услуг, которые москвичи чаще оплачивают безналично в процентах. Связь 85, потребительские товары 85, ЖКХ 77, денежные переводы 72, штрафы ГИБДД, налоги 61, билеты на мероприятия 56%. К слову, прошлый год эксперты называют рекордным по росту безналичных расчетов. Так, по данным статистического исследования Центробанка, он составил 5 триллионов рублей, а общая сумма таких платежей достигла почти 20 триллионов. В предыдущие годы увеличение объема транзакций не превышало 3,5 триллионов. С чем связан бум пластиковых карт среди россиян, расскажет моя коллега Зарина Ахметова. Добрый вечер, Зарина. Добрый вечер. Скажите, вы поддерживаете общий тренд на безналичные расчеты или все-таки отдаете предпочтение наличным? Да, конечно, Тимур, безналичная оплата, она куда удобнее, быстрее, тем более произвести расчеты можно, не выходя из дома, не доставая кошелек, а обходясь только картой. Преимущественно россияне используют ее при оплате товаров и услуг. В 2018 году доля таких операций в общем количестве транзакций по картам составила 76%. Активными темпами растут и переводы с карты на карту. Так, за прошлый год было совершено переводов на сумму более 27 триллионов рублей. За этот же период картами было оплачено товаров и услуг на 21 триллион рублей. Таким образом, общий объем безналичных операций более 48 триллионов, почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт. Сохранилась тенденция роста числа активных карт, с помощью которых была сделана хотя бы одна операция. Их количество увеличилось почти на 22 миллиона и составило более 180 миллионов карт. Их доля в общем объеме эмиссии составила 66%. О росте безналичных транзакций говорят и результаты всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ в мае 2018 года. По их данным, за 5 лет доля россиян, которые оплачивают товары и услуги безналично, выросла более чем в 3 раза.
Так, если в 2013 году покупки оплачивали карты только 5% россиян, то в 2018 году уже 40%. При этом количество тех, кто предпочитает наличные, сократилось с 94 до 56%. Согласно статистике, сейчас банковские карты есть у большинства россиян. Это 82%. За 3 года этот показатель вырос на 11%. В чем причина такого карточного бума в последние несколько лет? Расскажем далее. Казанский федеральный университет. Именно отсюда мы решили начать свое небольшое исследование. Как уже говорили ранее, в последнее время активнее пользоваться безналичной оплатой стал сегмент молодежи. Мы решили спросить их лично, в чем преимущество карты и почему наличка постепенно стала сдавать позиции. В магазине за проезд на троллейбусе, то есть спокойно можно оплатить, то есть на трамвае, также в метро. Вот. Ну, в частности, это в магазинах, скорее всего. И удобно, мы друг другу онлайн-приложением можем перекинуть деньги, к примеру. Ну, студенты, в частности, так и делают. На такси, там, например, ну, если надо. Большая часть просто на покупки какие-нибудь. Это продуктовый магазин, кафешки, рестораны, все остальное. Ну и метро, проезд там бывает. Также тоже такси, если взять. То есть оплата по карте очень удобная. Ты просто едешь и не надо потом считать там денежки, просто вышел и все. Ну и, конечно, спросом у студентов пользуются расчеты с помощью виртуальной карты на телефоне. Но если у подростков, как правило, при себе одна карта, то у взрослого сегмента несколько. Но если говорить о предыстории карточного бума, то это было, наверное, связано с зарплатными проектами, когда предприятия переводили своих сотрудников на карты. Для государства это, конечно, прозрачные такие расчеты, и оно стремится к этим проектам. Если сейчас говорить, то у многих людей по несколько карт. Это в первую очередь карты разных платежных систем. И если мы говорим о карте МИР, то, конечно же, это удобно для пользования на территории Российской Федерации. Если мы говорим про карты, такие как Visa, MasterCard, это удобно, если вы едете за рубеж, либо если вы что-то покупаете в интернет-магазине зарубежном. В прошлом году зарплаты всех бюджетников перевели на карты национальной платежной системы МИР. В результате доля Visa на рынке России сократилась на 5,5%, а MasterCard на 6%. Такие цифры приводит Федеральная антимонопольная служба. По сравнению с 2017 годом доля карт МИР в объеме безналичных платежей в прошлом году выросла почти в 6 раз, до 12,64%. По прогнозам экспертов, доля карт МИР на рынке будет увеличиваться. Многие банки предлагают привилегии для карт национальной платежной системы. Удобство и простота – вот основные аргументы населения при пользовании безналом. Заводя по несколько карт, клиент выбирает условия, которые принесут ему максимум выгоды. Так, по одной карте падают бонусы и кэшбэк, по другой – недорогое обслуживание, по третьей – оплата со скидкой в партнерских магазинах. Бесконтактные расчеты – еще одна удобная фишка современного пластика. Удобство очевидно. Это, во-первых, и выгодно. Выгодно в чем? То есть, получается, во-первых, карты предлагают определенный кэшбэк. Обычно это от 1% и больше. Да? Плюс еще и бывает 5% на остаток. От 5% и выше. Выгодно? Выгодно, конечно. Плюс еще огромное то, что никуда ходить не надо, например, коммунальные платежи. Не стоять в очередях. Все дома, с телефона. Наличные постоянно читать надо. А на карте ты всегда знаешь баланс. Удобно, быстро, не нужно ждать сдачи. Если, например, удобно в такси, потому что таксисты иногда народ наглый сдачу не дают. Это удобно, это не нужны наличные, то есть можно с собой в любую страну, вот мы ездим, путешествуем. За счет таких вот простых нововведений банки фактически освободили население от необходимости снимать наличные средства. Выгодно это и самим финансовым организациям. Так, на определенное время у банка появляются дополнительные средства для пользования. Почему это выгодно банкам? Дело в том, что банки, во-первых, аккумулируют финансовые ресурсы, то есть те деньги, которые мы пока не использовали, которые находятся на наших банковских картах, фактически являются банковским ресурсом, который можно использовать для извлечения прибыли. Во-вторых, банки, которые обслуживают безналичные расчеты по картам, получают за это соответствующую комиссию. Выгода в этом есть и для торговых сетей. Как считают эксперты, приходя в магазин с картой, человек, как правило, тратит куда больше. Торговые точки стремятся к тому, чтобы у вас были карты, потому что это удобно, человек по карте покупает больше. И очень часто с этой точки зрения торговые точки предлагают такую модель, как кэшбэк.
с ваших покупок, и, соответственно, видно, насколько вы уже можете рассчитывать в дальнейшем при приобретении на какую скидку. А как это влияет на экономику в целом, положительно считают финансовые аналитики. В первую очередь потому, что расчеты становятся прозрачными. По нашим подсчетам сейчас уже 50% расчетов уже перешло именно по картам. И это оздоравливает экономику. Плюс я еще раз говорю о том, что серая экономика больше вынуждена переходить на белую основу. И по подсчетам наших аналитиков, получается, что на горизонте 5 лет мы рассчитываем, что 80% уже будет расчеты по картам. При этом количество карт на руках у населения в будущем, скорее всего, уменьшится. Эксперты объясняют это тем, что со временем комиссия при снятии средств с банкомата другого банка может быть отменена. К слову, вне зависимости от уровня карты банка Аверс, все клиенты могут снимать наличные без процентов в банкоматах любого банка на территории России. Приятный бонус – это ежемесячное начисление процентов держателям зарплатной карты Аверс. 3% от суммы остатка денежных средств на счете. Кроме того, держатели карт банка Аверс могут совершать платежи, переводы и оперативно получать необходимую информацию о состоянии счета в любое время. Для этого работает дистанционный сервис Аверс онлайн. Недавно он стал еще удобнее. Его обновили и расширили операции с кредитами, вкладами и текущими счетами. Интернет-банк Аверс онлайн доступен для всех держателей карт банка Аверс. Для этого необходимо скачать приложение и пройти регистрацию. Определенно, рост безналичных расчетов будет продолжаться и дальше. Причиной тому и простое удобство, и появление новых предложений в виде, например, кэшбэка и так далее. Однако есть во всем этом и определенная доля риска. Мы говорим о безопасности использования банковских карт. По данным Центробанка, в прошлом году объем мошеннических операций с банковскими картами вырос на 44%, а именно до 1,38 миллиарда рублей. В большинстве случаев виноваты сами держатели пластика. Основные инструменты мошенников – современные IT-технологии и психология. Чаще всего хищение средств происходит через интернет и устройства мобильной связи. Это 78%, более миллиарда рублей. Как на практике действуют мошенники? Исключительно, чтобы предупредить сограждан, рассмотрим такой случай. На телефон через мессенджер приходит сообщение от неизвестного отправителя. Вместо номера сотового телефона отображается эмблема крупного банковского учреждения. В сообщении написано, что со счета якобы заказано списание крупной суммы для оплаты покупок на интернет-сайте. Потенциальной жертве предлагается даже обратиться в службу безопасности банка. Если покупок не было, человек набирает указанный номер телефона, на звонок отвечает мужчина, который представляется сотрудником Единой службы безопасности всех банков России. Так мошенник убеждает совершить ряд операций через приложение и сообщить ему коды безопасности, поступавшие на смартфон. В результате чего преступнику удается похитить со счета круглую сумму. Увы, развиваются и совершенствуются не только банковские технологии. Махинаторы всех мастей также придумывают все более изощренные схемы изъятия денег у россиян. Как не попасться на опасный крючок? Зарина Ахметова продолжит. Ну, буквально на днях ко мне пришла СМС, то, что ваша карта заблокирована в соответствии с федеральным законом номер 167. Для разблокировки срочно позвоните по номеру. Так мошенники посягнули на деньги Ильдара Сиразудинова. Подозрение у мужчины вызвал указанный номер телефона. Я сразу подумал, что что-то неладное. Позвонил в свой банк, и мне сказали, что никакой СМС не было. А вы по горячей линии позвонили? Да, по горячей линии своего банка. Блокировка согласно закону. С помощью такой схемы мошенники пытались наживиться на наивности граждан. После звонка по номеру из СМС они, как правило, спрашивали данные карты якобы для разблокировки. Опять же, ссылаясь на закон номер 167. В действительности этот закон существует. Он обязывает банки с 26 сентября 2018 года следить за безопасностью денег, которые находятся на счетах клиентов. При этом банк самостоятельно созванивается с клиентом, уточняет транзакции, но вот данные карты не запрашивает. Купила MacBook на сайте в интернете, оплатила полностью 100% сумму. В итоге потеряла 120 тысяч рублей. Так Мария Деброва впервые попалась на крючок мошенников. Немного разобравшись, поняла, что заказ сделала на сайте обманки. Потом уже начали пробивать в интернете, вбивать этот сайт в поисковики, и везде было написано, что обман. А это был
Клон, что ли, сайт Клон был? Да, получается, там как-то заменены буквы, что ли, или как-то там в строке. И этот случай не единственный. В прошлом году жертвами таких мошенников стали около 3000 человек. Сумма причиненного ущерба составила около 4 миллионов рублей. Чаще всего в опасности эти злоумышленников попадаются при купле-продаже в интернете. Один из таких случаев произошел с 69-летней жительницей Казани. Чтобы отправить ей предоплату за товар, мошенники попросили прислать данные карты. Он спрашивает данные банковской карты для того, чтобы перечислить задаток, чтобы в последующем приехать, этот товар забрал, чтобы вы его, естественно, никуда не продавали, сняли вообще этот товар с объявления, то есть готовность хочет подтвердить, и спрашивает данные номера банковской карты. Данные эти он получает, вы его продиктуете, и на этом разговор должен быть закончен, потому что этих данных для перечисления денежных средств, если он хочет их перечислить, достаточно. Больше никаких данных ему, пароли на обратной стороне 3 цифры и пароли, приходящие вам на телефон в виде СМС, одноразовых паролей, это категорически называть запрещено. Снять деньги по номеру карты мошенники не смогут, но вот если они узнают код CVC или CVV, то у них сразу появится доступ к вашим средствам. Код – это ключ к вашим деньгам. Он содержится на обратной стороне карты и состоит из 3 чисел. И знать этот код должен только владелец карты. Но если вы все же попались на опасный крючок, то главное не паниковать. Время в таком случае – основной ресурс. Чем быстрее вы обратитесь в банк или полицию, тем больше вероятность вернуть потерянные средства. Чем быстрее вы обратитесь, тем максимально быстро начнется работа, то есть по поиску преступника, по блокировки и максимально быстрому возмещению вам денежных средств. Это, то есть, сотрудник свяжется сразу с банковским учреждением. Вы по горячей линии также можете позвонить в банк и объяснить ситуацию. Мы решили спросить казанцев, как бы они отреагировали на уловки мошенников. Пойти в банк с паспортом, обналичить средства, если их еще не успели мошенники обналичить, и закрыть банковский счет, либо приостановить его, заморозить его действия. Я как бы всегда знаю, с каких номеров мне пишет банк и с каких могут написать мошенники. Поэтому обычно не реагирую на такие сообщения. Сейчас идет информация по СМИ очень активно, что не нужно попадаться на всякие ссылки, по телефону, разговоры и все остальное, не обращать внимания, а сразу звонить напрямую в банк. И еще пара советов. Пользуйтесь только проверенными банкоматами в отделениях банков, в госучреждениях или торговых центрах. При расчетах в магазинах или кафе карта должна быть постоянно на виду. Все расчеты должны производиться под вашим контролем. Как будет развиваться рынок пластиковых карт дальше? Очень трудно заглядывать далеко вперед, потому как весь ландшафт финансового и банковского сектора сейчас меняется. И эти перемены, безусловно, связаны с внедрением новых цифровых технологий и искусственного интеллекта. Какими будут банки будущего? Если коротко, банки будущего, как прогнозируют некоторые эксперты, окончательно трансформируются в настолько качественные и комфортные для клиента сервисы, что в повседневной жизни взаимодействие с самой организацией будет практически незаметным и не потребует много времени. Банки уходят в цифровую плоскость. И в конечном счете мир когда-нибудь придет к банкам без офисов, без сотрудников, без денег и без клиентов. Это, как считают эксперты, перспектива. Нынешняя же реальность, по крайней мере в России, такова, что идет укрупнение банковской системы. Так называемая большая банковская чистка привела к тому, что с рынка ушли слабые и неэффективные игроки. И, по мнению многих специалистов, уход таких банков сделает банковскую систему более прозрачной, управляемой и эффективной. Статистика красноречива. За 6 лет число банков в России сократилось более чем в 2 раза. Согласно данным регулятора, на 1 февраля 2019 года в России осталось 479 действующих кредитных организаций. Напомню, в начале 2013 года количество действующих кредитных организаций превышало 1094. Традиционно крепкие позиции на рынке банковских услуг в России сохраняет банк «Аверс». Недавно Татарстанский банк был признан самым надежным в республике по версии журнала Forbes. Банк «Аверс» – современный, мобильный и продвинутый банк с богатой историей. Сегодня «Аверс» с честью сохраняет традиции прошлого и одновременно внедряет новые финансовые технологии. Как мы уже отмечали, оплата товаров и услуг посредством банковских карт завоевывает все большую популярность. Банк «Аверс» и здесь работает в тренде новых технологий.
Для всех держателей карт банка «Аверс» доступна услуга бескомиссионного снятия наличных в банкомате любого банка. На территории России можно воспользоваться любым ближайшим банкоматом и снять денежные средства без лишних трат. У карт банка «Аверс» платежных систем MasterCard и Visa нет ограничений при совершении операций за границей. Держатели карт могут как оплачивать покупки, так и снимать наличные. Банк «Аверс» сохраняет лидирующие позиции на основе данных различных рейтингов и исследований и уже по традиции признается самым надежным банком Татарстана по версии журнала Forbes, занимая в ежегодном рейтинге самых надежных российских банков 49 место. Высокая позиция банка «Аверс» в рейтинге самых надежных российских банков обусловлена рейтингом международного агентства Fitch на уровне BB-. Прогноз по рейтингу стабильный. Как отмечается в материалах агентства Fitch, рейтинг учитывает в целом хорошие финансовые показатели банка, на что указывают достаточная капитализация, приемлемое качество активов и прибыльность, а также комфортная ликвидность. Банк «Аверс» – один из старейших банков, работающий на финансовом рынке республики более 28 лет, является опорным и расчетным центром группы компаний «Таиф». Банк за прошедшие годы приобрел большой опыт работы на рынке финансовых услуг и достиг высоких позиций в регионе. По данным информационного агентства «Банки.ру», банк «Аверс» занимает 39 место по прибыли и 46 место по размеру собственных средств капитала среди российских банков и второе место по этим показателям в республике. При этом чистая прибыль банка за 2018 год составила более 2 миллиардов рублей. Надежность банка контролируется Банком России через установленные обязательные нормативы, которые выполняются банком «Аверс» с большим запасом. Надежность банка «Аверс» подтверждена также рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне РУ-А со стабильным прогнозом. По мнению экспертов агентства, высокий рейтинг банка обусловлен значительным запасом капитала и высоким качеством активов, а также адекватной ликвидной позицией. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век».